Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга. И сегодня для вас я сделаю отсыпочку на загаданного вами мужчину. Давайте посмотрим, любит ли он вас или это что-то другое. Загадайте, пожалуйста, на него, на себя. И представьте его, назовите по имени. Так и спросите, любишь ли ты меня? Либо что у тебя ко мне на самом деле? И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут прям огонь горит. Что тут скажешь? Про любит, не любит, трудно сказать. А про то, что желает страстно, это 100%. Я бы даже больше сказала. Он от желания с ума сходит. Желание прям в крови. Кровь кипит, понимаете? Вот вместо крови там что? Нефть какая-то, наверное, да? И она горит. Вот что у него к вам. Просто сумасшествие какое-то. Какой-то это очень сексуально активный мужчина. Либо, я не знаю, у вас давно, может, близости не было, а может, как раз-таки недавно была. И он такой: мамочки, а что за чудеса такие, да? Ну, как идеально вы ему подошли. Либо с вами он какие-то незабываемые эмоции, впечатления испытал. Он вас безумно желает. Здесь огромный факел, который горит, и в котором горит он, и вас туда пытается затянуть. Да? Для него как-то очень сильно важно, чтобы вы тоже его так сильно, страстно желали, так же, как он желает вас. Какое-то безумное событие. Ну, давайте карты возьму, да? Может, карты нам ответят. Он, понимаете, кроме вот этой интимной близости, ни о чем другом думать не может. Вот все, понимаете, мозг перетек ниже пояса. И он такой: не знаю, не понимаю, кто я, где я, что со мной. Какой-то одержимый мужчина, одержимый, конечно же, вами и страстью к вам. Вот так вот. Вот вам и поворот. Теперь пойди пойми, любит он или что это. Или что это. Ну, понятно, что башня. Это вот у него там башня, понимаете, ниже пояса. И с этой башней ничего он поделать не может, ничего не помогает. Что за мужчина? Что за чудеса? Нет, ну на самом деле он вас любит, да, потому что и рыбы вышли, и аист вышел. Но на любви своей он никак не может концентрироваться, потому что у него безумное желание к вам. Я могу предположить, что он очень давно не был женщиной. Да? Для мужчины это критично, для женщины это нормально. Хотя некоторые женщины тоже без этого не могут. А вот для мужчин это все, это катастрофа. Да? И, скорее всего, вот ни о чем другом думать не может, кроме как об этом. По рыбам и по аистам у него очень теплые чувства к вам. Любовь такая, знаете, не вот с бухты-барахты, да, влюбился как юнец и полетели. Нет, это такое чувство зрелое, серьезное, стабильное. И он не просто вас любит, он рассматривает ваше дальнейшее будущее, он планирует ваше дальнейшее будущее. Ему не просто нужна постель с вами, но и стабильные семейные отношения. Вот знаете, это вот редкое такое настроение, когда хочется помогать, ухаживать, обеспечивать, заботиться, да, вот ласку проявлять. Хочется для любимой женщины что-то делать. Ну, понятно, что в постели ее удовлетворять, но и хочется там обеспечить ее, да, чтобы у нее жизнь комфортная была, чтобы она ни в чем не нуждалась. Вот такие у него мысли. Он с кем-то про это говорит, однозначно, с каким-то мужчиной другим говорит. Скорее всего, жалуется на то, что он ничего с собой поделать не может, что там у него в штанах пожар, на работе не может концентрироваться, время впустую тратит. И у него вот эта вот жажда на вас, да.
и про то, что действительно вот именно с вами хочется стабильной семейной жизни. Даже если вдруг вы загадали на своего мужа, ну вдруг, да, кто-то из вас вот пришел и загадал на своего мужа, и вы, например, там не очень ладно живете, то все-таки ваш муж хочет с вами жить по-настоящему, тихой, семейной, спокойной жизнью. И, возможно, у него, ошибки какие-то были, да, либо у вас там терки в отношениях произошли. И, возможно, он с более каким-то опытным другом, либо родственником общается на эту тему и пытается там расспросить, а что мне делать, а как мне быть, а как мне правильно выстраивать отношения, а как мне вот к ней относиться, либо, как сгладить все те шероховатости, которые уже произошли. То есть явно идет с кем-то общение. Тут, кстати, в песке тоже вышел какой-то персонаж, который на стороне мужчины и который буквально ему не дает в какую-то пропасть скатиться. А мужчина прям практически, да, стоит на краю этой пропасти, а за ней уже все и темно, и пусто, да, и лететь очень долго. Возможно, действительно какой-то настоящий друг, либо родственник, да, кто его там утешает, кто его слушает, кто пытается его наставить на путь истинный. Но его действительно очень сильно, девочки, штормит из-за вас. Вот прям страсть и все. Да, зря я карту убрала. Я еще хочу посмотреть, почему такая дикая страсть. В чем причина? Где он находится? Ну-ка, где? Может, где-то в командировке, в безлюдном месте. Мало ли там, что у него приключилось. Вот вообще только про страсть думает. И это не какая-то вот ситуация, что мы его поймали, да, в моменте, что он про страсть думает. Нет, он говорит, я работать не могу, я концентрироваться ни на чем не могу, у меня все из рук падает. И я вообще забываю все на свете, только лишь вот о вас. Мне еще кажется, что он вашим именем людей называет. И не обязательно женщин, он даже мужчин может вашим именем называть. Но потому что о чем он думает, то и на языке у него крутится. И всякие там предметы, когда видит, сразу почему-то прям не предметы, а именно вот что-то с вами связанное. Ой, на арбузик посмотрел, сразу вот о вас вспомнил, да? Либо ассоциация с вами. Ой, да что ж такое, а? Мешала, все равно башня вышла. Не, плохо. Вы его очаровали. Вы действительно что-то с ним такое сотворили. По метле тут явно про страсти, что вот он сам себе уже не рад. Возможно, он мужчина такой, знаете, холодный был, да, либо считал, что он холодный, что он умеет себя контролировать, а теперь все, поплыл мальчик, как мороженка тает на солнышке. Почему такая страсть? Потому что вы ему недоступны, потому что вы далеко, потому что вы, так себя ведете, возможно, вы специально так делаете, да, на голодном пайке его держите. То есть он считает, что это все ваше женское коварство. Лисица показана. Но он все равно этому рад, потому что к другим женщинам у него никогда такого не было. Вот не было. Вот дай ему какую-то любую голую женщину, он от нее откажется. Ему тошно станет, противно станет, ему именно вас хочется. И еще, мои девочки, вот по этим картам я вас хочу спросить, а не делали ли вы чего-нибудь, там, приворотик какой-нибудь, привязочку, ритуальчик, может быть, какой-то провели, да? Что-то, может быть, там шепоточек сказали там, на одежду, либо там на еду. Очень похоже, что здесь вот какая-то магия ритуальная, либо бытовая. Что-то могло быть и в таком ключе. Сработало просто на все 100, на 1000. И, скорее всего, сработало, потому что на благодатную почву легло. То есть мужчина уже любил, а вы еще и закрепили обрядом, ритуалом. И вот, пожалуйста, теперь он ни о ком, ни о чем думать не может, кроме как о вас. Жажда обладать вами. Ему даже не сам процесс этот нужен, а вот чтобы вас в руках держать, да, чтобы вас чувствовать, да, чтобы вот вы как единое целое. К этому стремится этот мужик, к этому. Да, если вы что-то делали, так вы с другими девочками поделитесь, может, кому-то тоже это нужно, важно. В комментариях там напишите. Я думаю, что вы там ничего черных обрядов не проводили, а какие-то вот такие шепотки, маленькие обряды, возможно, провели. И оно сработало. Действительно сработало на все 100.
На какие 100? На 1000, на миллион. На миллион заработала. Огонь. Он как огонь. Ну что тут еще говорить? Он, конечно, вас безумно желает, но вот с вашей стороны я вижу некие сомнения. Некие сомнения, некие переживания. Может быть, он что-то натворил, что вы его от себя отлучили. Либо, может быть, он недостаточно активно проявляется, поэтому вы сомневаетесь. Но вот действительно, если в интернете общаетесь, мужчина пишет, что вот люблю, хочу. А как ему поверить? Он же не рядом, он в интернете. Мало ли там сидит, какую-то другую даму обнимает, а вам, значит, там написывая, да? Либо мужчина где-то в командировке, в поездке, и там с ума по вам сходит, а вы думаете, точно, там кого-то себе нашел, с кем-то загулял. Нет, нет, девочки, такого нет. И я могу предположить, что в прошлом, возможно, он сам себя неправильно как-то в отношении вас проявлял, но опять же из-за своего характера, из-за своих привычек, из-за тех знаний, которые он впитал там с детства, грубо говоря, да. Может быть, он пример какой-то перед глазами видел, да, что вот там отец был отстраненным, закрытым, сухим, вот, и он считает, что так и нужно себя вести. Может быть такое. Вот. Но благодаря вам он меняется. И меняется прямо на глазах, прямо сейчас меняется. Его любовь очень сильно меняет к вам. Это любовь, это страсть, эти желания его очень сильно меняют. И если он где-то находится, вот когда он приедет, либо когда он появится, вам сложно будет его узнать, потому что человек прям преобразится. Но совершенно будут другие поступки, другие намерения, другая подача, экспрессия, другое отношение, обращение. И мужчина, как будто бы, я не знаю, где-то пошел, переродился и назад вернулся. Гусеница уползла, но бабочка прилетела. Действительно, все по-другому может быть. А если вы ему еще и шанс дадите себя проявить, показать, то я думаю, что вы точно не пожалеете. Но в постели все будет супер. Как там в жизни, это только лишь время покажет, а в постели все будет идеально. И он прям будет очень сильно стараться, чтобы не только ему было приятно, но чтобы и вам было очень приятно. Если вдруг у вас вот с этим мужчиной, на которого вы загадали, была ситуация какого-то треугольника, допустим, да, был треугольник, все в жизни бывает, то треугольника уже давно нет, по крайней мере, в чувствах, в эмоциях только лишь вы. Вы главная женщина. Вы источник счастья для мужчины, да, на которого вы загадали. Даже если он чисто физически сейчас с другой женщиной находится, она ему просто как, не знаю, как кусок скалы, да, как камень, как что-то инородное в его поле, да, он ее именно так воспринимает, она его бесит, она его раздражает, она ему прям поперек горла становится, вот как-то так не идет. Ни женщину, ни подругу, ни человека он в ней не видит. А еще знаете, какая информация из потока пришла? Возможно, ваша соперница что-то делала, но делала либо неправильно, либо ее обманули. Может, вы никаких там ритуалов не проводили, но ваша соперница провела. И результат сработал шиворот на выворот. Но обычно высшие силы любят так наказать тех, кто пытается магией других людей поработить. Да? Потому что приворот — это все-таки порабощение, это лишение воли. Возможно, она пыталась его намертво к себе привязать, либо чтобы он там влюбился и забылся. А высшие силы такие: окей, сейчас мы тебе тут сделаем. И все пошло шиворот на выворот, да, к ней он полностью прям отвращение испытывает, холод и отвращение, а к вам наоборот, какую-то безумную страсть, любовь, понятное дело, а вот страсть просто безумная мне идет. Мне же самой, знаете, у меня щеки горят, когда я смотрю на этот песок. Энергия прям такого тепла, да, бьющего во все чакры. А представьте, как ему там, бедненькому. Тяжело, очень даже тяжело. Да, у кого-то соперница учудила. Это не у всех, у кого-то одного, возможно, у двух девочек, да, если вот точно соперница, и она такая немножко обезбашенная, там, любой ценой, лишь бы мой, да. Пожалуйста, получай, ешь не хочу.
Теперь он даже и даром на тебя смотреть не хочет, вообще тошнит от тебя. Зато к вам привязан на века, еще и с такой страстью. Конечно, куда он денется? Куда он денется? Такой мужчина гулять точно не будет, потому что ему не только вот этот импульс сексуальный нужен, ему нужна именно вы. Вот вы, ваша энергия. Именно на вашу энергию у него весь этот подъем идет. На других женщин точно не идет. На других женщин, ну, наоборот, какой-то холод и отвращение мне показаны. А на вас прям все и сразу, все реакции на лицо. Если ваш муж, да, вы загадали там либо на парня, либо на мужа, в последнее время постоянно к вам пристает с этим интимным делом, то знаете, девочки, что ему вас реально мало. Ну, такие у него ощущения, что он прям как на 7-е небо поднимается, да, когда он с вами постель делит. И ему вот прям мало, ему как хочется, как подсел на вас даже мне идет, да, вот в зависимости даже какой-то от вас стал находиться. Это нормально, это хорошо. Но опять же, все должно быть в меру. Понятно, что если вы девушка молодая, деловая, работаете, бизнесом занимаетесь, вы же не можете с ним 24/7 в постели валяться. Нет, конечно. Вам нужно и дела делать, и там с подружками встречаться, и какую-то свою жизнь вести, интересы соблюдать. Ну вот идет мне, что да, любит и безумно желает. Да так безумно, что ко всему на свете интерес потерял. Раньше вот вижу для него какие-то материальные вещи имели большое значение. То есть он возбуждался на что-то материальное, например, на дорогие красивые машины, либо дорогие красивые часы, какие-то статусные вещи. А теперь только лишь вы можете его возбудить настолько, что он про все на свете забудет. Нет, материальное не стало для него чуждым, просто теперь для него материальное — это как цель порадовать вас. Да, заработать, чтобы порадовать вас. Заработать, чтобы выслужить какие-то баллы в ваших глазах, да, чтобы вы там его похвалили и к телу допустили, допустим так. Да, страсти очень много. Вот, пожалуйста, вы и он. И он. Вот хочется вас у всего мира украсть. Хочется, чтобы вы принадлежали только лишь ему. Хочется дать вам достойные условия. Почему-то мне еще идет какой-то бубновой масти у вас окружить. Либо дать вам официальный статус, либо деньги, да, деньги могут быть запросто. Вот хочется вас этим окружить и с вами в этом жить. И так, чтобы вообще не расставаться ни днем, ни ночью. Вот это его как главная мечта в сегодняшнем дне. А так очень сильно горит. И любит, и горит. И этот мужчина точно ваш, вы его полностью покорили. Никаких других женщин и даром не надо. И он вам об этом либо уже говорил, либо еще обязательно скажет. И это будет чистая правда. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.